30 апреля 1921 года вышел приказ Ревкома Абхазии о национализации частных имений и образовании совхозов. 30 апреля 1932 года состоялся первый радиоэфир на абхазском языке. Первые слова «Ицшавюит Аква» говорит Сухум произнес диктор Сандро Сангулия. Материалы для радиовещания готовились в редакциях газет «Апснахапш» и «Советская Абхазия». В это же время был создан комитет радиовещания при ЦИКе Абхазии. С 40-х до 70-х годов абхазское радио оставалось одним из основных средств массовой информации Абхазии, доступным даже в самых отдаленных, высокогорных уголках республики. В тяжелое время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов абхазское радио вновь оказалось практически единственным источником информации для жителей восточных районов республики. 30 апреля 1993 года Совет национальностей Верховного Совета Российской Федерации принял постановление о ходе реализации постановления Верховного Совета России об обстановке на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии. Совет национальностей обратился с призывом к президенту и правительству в соответствии с нормами международного права и, прежде всего, опираясь на права человека и право народов на самоопределение, активизировать переговоры с руководством Грузии с целью нормализации обстановки в регионе конфликта. 30 апреля 1993 года на заседании Совета национальностей Верховного Совета Российской Федерации выступил депутат, член Президиума Верховного Совета Республики Абхазия Зураб Ачба. Он, в частности, отметил: не должно быть никаких сомнений в том, что в Грузии правит фашистская идеология. Она также не может существовать без образа врага, внутреннего и внешнего. Поэтому перманентные конфликты с Южной Осетией и Абхазией. Ачба выразил надежду, что парламент России примет постановление, которое будет содействовать прекращению войны в Абхазии. 30 апреля 2008 года Россия увеличила численность миротворческого контингента в Абхазии с 2 до 3 тысяч человек. Это предельная численность миротворцев, предусмотренная Московским соглашением о прекращении огня и разъединении сил от 14 мая 1994 года. Минобороны России накануне заявила, что развитие событий в зоне грузино-абхазского конфликта диктует необходимость увеличения личного состава коллективных сил СНГ по поддержанию мира в пределах численности, определенной решением Совета глав государств СНГ от 22 августа 1994 года. 30 апреля 2008 года в Конгресс США внесена резолюция с осуждением решений России в отношении непризнанных республик Абхазия и Южной Осетии. Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству разработать меры по оказанию предметной помощи населению непризнанных республик и взаимодействовать с фактическими органами власти Абхазии и Южной Осетии. 30 апреля 2008 года в Сухуми состоялся бизнес-семинар на тему «Российские инвестиции в экономику Республики Абхазия после снятия экономических санкций». Он был приурочен к выходу России из режима экономических санкций в отношении Абхазии и налаживанию отношений между Абхазией и Россией. 30 апреля 2009 года Российская Федерация подписала соглашение с Абхазией и Южной Осетией об охране госграниц. Защищая рубежи Южной Осетии и Абхазии, мы, конечно, стремимся к самой главной цели. Она для нас неизменна – обеспечить долгожданный мир в регионе. 30 апреля 2010 года аллея пограничников появилась в Сухуми в честь первой годовщины подписания соглашения между Россией и Абхазией о совместных усилиях в охране государственной границы, подписанного 30 апреля 2009 года, и образования погрануправления ФСБ России в Абхазии. Аллея пограничников создана в одном из участков Сухумской набережной. 30 апреля 2010 года в Абхазии принят закон о реабилитации жертв политических репрессий. Целью закона является реабилитация всех жертв политических репрессий, подвергнутых таковым на территории Республики Абхазия с 19 февраля 1931 года, восстановление их в гражданских правах, устранение иных последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время компенсации материального ущерба.
30 апреля 1896 года родился Иван Аджинджал, кандидат исторических наук, ученый-этнограф. В разные годы работал заведующим отделом народного образования Ачимчирского райисполкома, младшим научным сотрудником Абхазского института языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулия, затем заместителем директора Абхазского государственного музея по научной части. С 1958 года и до конца жизни Иван Аджинджал – старший научный сотрудник Абхазского института языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулия. На основании большого этнографического и иллюстративного материала ученый продемонстрировал эволюцию народной архитектуры от самых простых ее форм до более совершенных и сложных. В 1969 году выходит его труд «Из этнографии Абхазии», в которую вошли 6 неопубликованных работ ученого, а также опубликованные, но ставшие редкостью: «Вооружение абхазов», «Кузнечное ремесло и культ кузни у абхазов», «Пчеловодство в дореволюционной Абхазии», «Хозяйственные постройки», «Легенда о происхождении музыкального инструмента», «Абхазская народная игра в мяч» и другие. Иван Аджинджал – автор более 15 научных трудов, в числе которых несколько монографий. За последние 10 лет в день 30 апреля самая высокая температура была зафиксирована в 2014 году. Это 20 градусов. Самая же низкая температура в 2009 – 11 градусов.